Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». Я рад, что на нашем телевидении есть такая замечательная программа «Переведи», потому что знание своего родного языка – это, мне кажется, основа вообще всех знаний. И мне очень радостно сегодня в ней поучаствовать. Я надеюсь, что я выиграю. Хотя язык можно изучать всю жизнь, и нужно изучать всю жизнь. И сегодня, мне кажется, я открою для себя новые знания. В эту интересную авантюру меня ввязал мой очень хороший друг Ильмир Низамов. Мне самой очень интересно оценить свои способности и знания татарского языка. Думаю, что и для зрителей наша передача будет очень веселой и познавательной. Игрокам на выбор представлены две темы. После выбора темы участникам предстоит перевести 6 слов с русского на татарский язык. Каждому слову предложены 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 2 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 1 балл. Ну что ж, перед вами две темы – трагедия и анатомия. Трагедия и анатомия. Кто выбирает? Ну, я думаю, что нужно уступить такой красивой девушке. Как говорится, ladies are first. Да-да-да. Thank you. Эльмира, анатомия или трагедия? Я думаю, что мы начнем с анатомии. Мы начнем с анатомии. Главное не прийти к трагедии, друзья мои. Итак, мы играем в тему анатомии вместе с Эльмирой Калимуллиной. Готовы? Готово. Поехали. Эльмир, первый вопрос очень простой. Как по-татарски будет тело? Тен, тын, кын. Тело будет по-татарски первый ответ – тен. Это правильный ответ. Видите, на самом деле все очень просто. Действительно, тен – это тело, тын – это ночь, а кын – это день. Мне кажется, это только начало. Ты нас просто подготавливаешь к самому сложному этапу. Как в озеро подглядывала, как в воду глядела. Ну что ж, второй вопрос, Эльмир, адресован вам. Эльмир, как по-татарски будет зуб? Тырнак, тыш, тыш. Тырнак, тыш, тыш. Тыш. Тыш или тыш? Ну, тыш, конечно. Итак, ваш вариант ответа тыш – это правильный ответ. Действительно, тырнак – это ноготь, тыш – это сон, а вот тыш – это зуб. Все очень просто. Даже напоминаю, все очень просто. Третий вопрос. Эльмира, переведите на татарский язык слово «позвоночник». Сырт, сүйек, умыртка баганас. Так, сияк – это у нас кость. Сырт – это у нас бедро, по-моему. Давай. Умыртка баганаса первый раз слышу, честно, к своему стыду. Ну, давайте рискнем, пусть это будет умыртка баганаса. Говорят, риск – дело благородное. Не знаю, насколько благородное, но в данной ситуации правильное, точно. Это правильный ответ. Да. Действительно, умыртка баганаса – это позвоночник, сырт – это хребет, Простите. вот, а сүйек – это кость. Итак, четвертый вопрос, Эльмир, играем с вами. Как по-татарски можно сказать «мозг»? Мисыр, миляуше, ми. Ну, ми что-то это музыкальное, это точно отпадает. Но миляуша тем более не подходит. Но мисыр, конечно. Мисыр. Мисыр. Принято. Шикарная логика, иногда она действительно, видимо, немного мешает. Это неправильный ответ. Ми. Эльмир, есть возможность заработать дополнительный балл. Как по-татарски будет мозг, миляуша или ми? О боже, что же выбрать? Очень тяжелый вопрос. Ну, изначально я думала, что это ми, потому что Картабика, я помню, выражалась иногда очень так жестко. Поэтому я как-то запомнила, что ми – это мозг. И вы решили, что ми – это мозг. Точно. Да. Точно. Это правильный ответ. Видите, Эльмир, какой прости. музыкальный сейчас мозг, да? И Музыкальный А мозг. что такое миссер? Мисыр – это Египет. Ничего Миляуша себе. – это фиалка. А вот ми – это действительно мозг. Иногда слово мисыр используется еще как кукуруза. Ага. Вот так вот. Где Египет, где Ну что ж, пятый вопрос. Эльмира, ваш. Давайте. Эльмира, переведите на татарский язык слово «голень». Сыңыр, балтыр, кимершек.
Сенер, болтер, кимерщек. Кимерщек, очень знакомая. Но Нет Но- такой песни, Киберщик. Кимерщек нет такой песни, пусть будет болтер. пусть будет балтер. Принято. Это правильный ответ. Дело в том, что сенер это сухожилие, кимерщак это хрящ, а вот балтер это действительно голень. Ильмир, Да. соберитесь. Шестой вопрос. Держусь. Включаю. Как по-татарски будет десна? Анкал, урт, табан. Точно не табан. Это пятка. Браво. Урк и анкау, вот это надо уже думать. Урк слово вообще вижу в первый раз в жизни. И правильно делаешь. Анкау что-то очень знакомое. И мне кажется, нужно выбрать что-то знакомое. Ну, как, у меня подсказчики очень хорошие. Мне тоже кажется почему-то, что это анкау. Принято. Я спешу вас обрадовать, Ильмир. Вы, наверное, еще не совсем поняли, прониклись. Вы находитесь на площадке, где у вас есть соперник. Который меня сбивает? Анкау это неправильный ответ. Да ладно вам. Я так и знал. Нет, я честно, я думала, что анкау это все десна. понятно, Мира, с тобой. Нет, ну честно, слово не знаю. Вот урт слово никогда не Ну что ж, есть возможность заработать дополнительный балл. Ильмир, как вы думаете, десна это урт или табан? Ну, тогда уже урт. Это правильный ответ. Кошмар. Дело в том, что анкау это небо. Урт это десна, а табан это стопа. Все-таки у меня нет стоматолога в семье. У меня и подавно. Ну. Прости, пожалуйста, я честно... Нет, ну все понятно. Все понятно. Есть ощущение, да? Что... Конечно. Мне стало стыдно, Не так все честно. просто. Серьезно? Вот Я это- буду ничего лучше страшного. молчать. Что значит я буду молчать? Я Ну буду что ж, на этом указывать. 6 вопросов первого тура подошли к концу. Видите, все как быстро. Но наступает время бонусных вопросов, которые предполагают перевести слово с английского языка на татарский. В рамках данной темы, тема у нас с вами анатомия, все очень просто. О, Это что-то И новое. первое слово достается вам, Эльмира. Переведите с английского языка на татарский слово body. Body. Баш, аяк, гауде. Это гауде. Это правильный ответ. Прям чувствуете знание английского языка. Действительно, body это гауде, что означает тело. Баш это голова, head, а аяк это нога, что означает leg. Ну что ж, второе слово достается вам, Эльмир, очень простое слово. Finger. Кусь, бармак, тарнак. Мармак. Знаете, да? ну, это как конечно. композитор может не знать слово бармак, друзья мои? Это правильный ответ. Кусь это глаз, что означает eye. Бармак это finger, что означает палец, а тарнак это nail, что означает ноготь, да, в данной ситуации. Ну что ж, на этом первый тур с его бонусными сюрпризами подошел к концу. Эльмир, Да. вы в первом туре набрали 4 балла. Какой кошмар. Согласен. Вот. Но это неплохо. Впереди нас ждет второй тур. Могло быть финальный еще хуже, тур. но я понял. Вы можете реабилитироваться. Эльмира, вы набрали 10 баллов. Ого. То есть вы пока заработали некий задел, и у вас все впереди. Готовы играть второй тур? Готовы. Становится все интереснее, да. Да, держимся. Уважаемые телезрители, буквально через несколько секунд мы встретимся во втором туре телеигры «Переведи». Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого участникам предстоит перевести 6 слов с татарского на русский язык. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 3 балла. Ну что ж, возвращаемся в студию. Эльмира, Эльмир, две темы: спорт, компьютеры. Выбирает тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. Это вы, Эльмира. Мы тут посоветовались, и я решила, что мы выбираем тему компьютеры. Отлично, очень легкая тема. Как обычно. Да, кавычках. приблизительно именно так начинался наш первый тур. Играем в тему компьютера вместе с Эльмирой Калимуллиной. Поехали. Эльмира, как с татарского языка на русский переводится слово «санак»? Компьютер, цифры, диск. Напоминаю, тема компьютера. Я подумала, что это у нас русский язык. Немножко перепутала. Санак будет компьютер. Первый ответ. Принят. Есть ощущение волнения? Откуда ты это знаешь? Это Интуиция. правильный ответ. Откуда ты это знаешь?
Это легкий вопрос. Санак. Ну, можно... Сенек, можно сказать. Сенек, когда ты будете вилы. Сенек, Вилы. я знаю, да. Мне Сенек ближе мне, чем Ну что ж, двигаемся дальше, играем с Эльмиром. Да. Эльмир, как по-русски будет Это самый сложный вопрос в твоей Ну жизни. да. кошка, собачка, мышка? Напоминаю, играем в тему компьютера. Я все-таки думаю, что это мышка. Мышка, Мышка. нарушка. Мышка. Это правильный ответ. Видишь? Собачка по-татарски будет «эт» или говорят «кышек», да, если маленькая собачка. Вот кошка – это «пси» или «мяще». Мяще. Есть еще такой вариант этого слова. Ну, а «тышкан» действительно мышка. Третий вопрос. Эльмира. Как на русский язык переводится слово «щебак»? Цифровая нить, окно, провод. Вот это тоже легкий. Щебок. Легкий? Вот это легкий вопрос. Отойти Ну, от него. ну хорошо. Я подпитаюсь энергией Эльмира, чтобы понять, что щебек это Это провод. Пусть будет провод. Он говорил, что это правильный ответ. А вот почему не цифровая нить? Могла бы быть цифровая. Цифровая нить будет «сонглы жип». А, наверное, цифровой щебок. Цифровой Окно щебок. по-татарски будет «терезе», а провод Да. действительно будет «щебак». Четвертый вопрос, Эльмир, играем с вами. Эльмир, как с татарского языка на русский переводится слово «язак»? Ноутбук, сеть, принтер. Так. Ноутбук, сеть, принтер. Я молчу. Я больше не буду А ты подсказывать. что-то знаешь, да? А я не знаю, правильно я думаю или нет. Ну, вот и молчи. Так. Давай думать логически. Логически. Мне кажется, принтер не может быть переведен как язык. Давайте я немного вас направлю. Да, Не направьте, пожалуйста. против? Эльмир, скажите, пожалуйста, что делает принтер? Пишет, печатает. Все понятно. Почему-то моя логика сегодня мне отказывает. Компьютер считает, он санак. А Понятно. принтер... Пишет язык. Отлично. Это правильный ответ. Сеть по-татарски будет «щельтер». Точно. Это слово я Ноутбук знал. по-татарски так и будет ноутбук. А хотя вот это не принтер будет язак. Ну что ж, пятый вопрос, Эльмир. Эльмир, скажите, пожалуйста, как на русский язык переводится слово «шииртерге»? Шииртерге. Ширтерге. Да. Нажать, щелкнуть, скопировать. Ну, по-моему, сейчас, мне кажется, это щелкнуть. Это правильный ответ? Ура! Действительно, нажать по-татарски будет басарга, скопировать кушерерге, а вот щелкнуть это ширтерге, обычно по мышке так. Ширтерге. Шестой вопрос, последний вопрос Соберись, Эльмир. второго тура. Эльмир, как на русский язык переводится слово «тиме»? Ссылка, кнопка, страница. Ну, имя, мне кажется, больше всего подходит слово кнопка. Вам не просто кажется, это абсолютно правильный ответ. Дело в том, что первое значение слова «тиме» — это Пуговица. пуговица. а Я вот вот знаю второе- это значение. Да, второе значение — это действительно кнопка. Ссылка — это будет «салтама», а вот страница будет «сахифе». Или «бит», еще Слава говорят, богу, да? что слово было имя. Ну что ж, на этом 6 вопросов второго тура закончились. И Отлично. остались 2 бонусных вопроса. Бонусные вопросы второго тура предполагают следующее. Сейчас каждый из вас услышит один музыкальный отрывок из известной татарской песни, где пропущено некое слово. У вас будет 3 варианта, предложенных вам заменить то самое слово, которое там пропущено. Если выберете правильный вариант, заработаете 4 балла. Выберете неправильный, и ваш соперник сможет вас опередить и набрать 3 балла. Первый музыкальный отрывок ваш, второй музыкальный отрывок достается Всё. вам. Итак, первый музыкальный отрывок Эльмира достается вам. Слушаем внимательно. Давайте. Умурзая не шли. Ну, она выиграет без проблем. Суза сабагын, суза яфрагын, суза шешагын. Суза Сабаган. Это правильный ответ. Давайте удостоверимся, прослушаем этот музыкальный отрывок полностью в исполнении Ильхама Шакирова.
Может, сами споете этот музыкальный отрывок? Кстати, это моя одна из самых любимых народных песен татарских. Умаразая шага, умаразая колка, умаразая суза сабага. Это здорово просто, друзья мои. Мне кажется, сейчас все аплодируют возле экранов, перед экранами, потому что иначе другого варианта, в принципе, быть не может. Невозможно, сразу все. Ну что ж, теперь нужно, господин композитор, реабилитироваться и взять свой музыкальный вопрос. Вам достается известная песня, называется она «Мәк Шашаге» в исполнении Флёры Сулеймановой. Готовы? Спокойно. Давайте попробуем. Мәк шәшәгін үздім ялғыш қына, шүбіләні білән бұтадым. Мәк шәшәгін білмей келәшәгін, үз қолларым білән. Үз кулларым белән нишләдем? Үзгәнмен, йолкыдым, утадым. Мне кажется, честно говоря, я не помню этой строчки. Мне кажется, үзгәнмен. Смотри на меня. То есть вот так вот, да? То есть вот так вот. Эльмира подсказывает, если честно, как может. Ну, она сама как Мәк Шашаге сегодня. У нас... Тадом тогда пусть будет. Утадым. Принято. Раз она подсказывает, мне кажется, самое дать повод спеть Эльмире Калимуллиной еще раз. Мәк шәшәгін білмей келәшәгін, үз қолларым білән утадым. Ну что ж, это правильный ответ. Я вас поздравляю, во втором туре никто из вас не допустил ни единой ошибки, и тем самым вы молодцы. Эльмир, а по сумме первого и второго тура вы набрали 20 баллов. Эльмира, вы продолжаете сохранять свой перевес в 6 баллов, вы набрали 26 баллов. Впереди нас ждет третий тур и новая партия слов. Готовы к финальной битве? Готовы. Всегда готовы. Однако перед финалом я предлагаю вам замечательную возможность заработать дополнительные баллы. Хуарат Ортма, черный ящик, буквально через несколько секунд появится в нашей студии. Интрига. Так. А мне можно смотреть? Нет. Так. Там не кусается? Нет, по-моему. А что тут? Это тут такое тяжелое что-то? Так, тут Тяжелое, сложное, большое, объемное. пусть будет тяжелое. Есть, отлично. Что это? Дайте Хороший мне вопрос, нож. я тоже пытаюсь А понять, я, что кстати, это. вот знаю, вот это слово, по-моему. Да? Да. Но не знаю вот этого. А я не знаю этого. Надо было наоборот, ну ладно. Ну что ж, в руках Эльмиры Калимуллиной что-то непонятное. Что это, Эльмира? Ниндидер тош бу. Камень? Ножницы, бумага. Точильный камень. Точильный камень. Значит, точильный, точить. Так, нужно вспомнить. Вот у меня тоже точить ведь. Там, на самом деле, в татарском варианте одно слово. Да? То есть Это можно, одно да, можно как-то, да, назвать? Точить. От этого, да, нужно исходить? Нет? Честно, я сдаюсь. Я не Можно я знаю. Эльмир, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов? Кремень. Чем точат ножи, тем там точат все. Щакма, по-моему, это и есть. Щакма тош – это щакма, это огниво. То, из чего это кремень. Но это не кремень. Это не кремень. А как это? Как тогда назвать это? Камень, точильный камень по-татарски называется янауш, или второе значение этого слова, как бы второй вариант этого слова, это койрат. Особо койрарга. Койрат. Красиво, звучит очень красиво. Звучит красиво, но не женское это дело. Согласен. Эльмир, тут я с вами согласен. Эльмир, что у вас в руках? Ой, вот тут тоже ведь точить. Точить карандаши.
знаю, ну, точить по-татарски, по-моему, это учларга. И поэтому Это самолет. Значит, это лагуш, что ли? Лагуш. Отлично. знаю. Теперь давайте карандаш. Лагуш. Это Аллилуйя. правильный ответ. Боже мой. Общими усилиями. Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого игрокам предстоит ответить на 6 вопросов. Нужно перевести слова с русского языка на татарский. В этот раз варианты ответов не предлагаются. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 5 баллов. Ну что ж, Ничего себе. Эльмира, две темы. Геометрия, география. Я очень люблю географию, но То есть вы считаете, что геометрия... я думаю, что геометрия. Давайте. Геометрия? Нет? Что география, ты что? Ну, хорошо. нашу- Мне Ну, кажется, с реками и населенными пунктами куда... Так уже опозорились. Ну, давайте спокойно. география, хорошо. Уважаемые телезрители, мы играем в тему географии вместе с Эльмирой Калимульной. Итак, первый вопрос. Как по-татарски будет Нижнекамск? Нижнекамск будет Тюбянкама. Это правильный ответ. Эльмир, как по-татарски будет Москва? Москва. Это правильный ответ. Видите, все легко. Финал очень легкий. Но мы же А мотаемся сколько много. вопросов? 120? 6. 6? Отлично. Эльмира, как по-татарски будет Свияга? 120 вопросов. Так вот 120 сразу же дали. Свияга. Я не помню. Свияга? Свияга? Это неправильный ответ. Эльмир, как по-татарски будет Свияга? Не знаю, вот честно. вообще не знаю. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, Свияга по-татарски будет Зия. Зия. Точно. Вот тот раз Свияжск, Да. Зия, Шахаршега. Эльмир, как по-татарски будет Вятка? Вятка, это у нас Кировская область. Вятка. Не знаю. Вот этого слова не знаю. Эльмир, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Как по-татарски будет Вятка? Я, к сожалению, не умею читать мысли. Давал там концерты? Нет, пока там концертов не было. На реке. На реке Вятка. Я не знаю, как будет. Вятка по-татарски будет Нукрат. Такое очень. Какое интересное название. Накрат. Эльмира, вам достается очень простое слово. Как по-татарски будет Евросоюз? Это хорошая шутка. Евросоюз. Европейский союз. Европа... Ну, Я пытаюсь почему-то вспомнить союз композиторов, как вот будет я тоже переводить. вспомнил сначала советского композитора, а потом... Где ты работаешь? Я там не работаю, я там стою. Ты состоишь в Как будет вместе по-татарски? Берге. Ну, тут- Союз ну вот- Бердем... Союз Бердемлеге? No. Похоже, но нет. Короче, Союз... Слово, вот Ой. там 3 буквы надо просто... убрать. С 3 по 6 букву в этом слове убрать надо. Подождите, спокойно. Тут уже азарт пошел. В слове «бердамлек» 9 букв. Я предлагаю проще сделать. Берлек. Взять первые 3 и последние. Берлек! Да, точно! Европа Берлек. Г. Отлично. Берлига. Итак, Европейский Союз — это... Европа Берде... Еще раз, 4 по 6. Европа Берлеге. Это правильный ответ. Класс. Эльмир, Да. последний вопрос финального тура. Переведите на татарский язык Соединенные Штаты Америки. Я так и чувствовал. Когда он отвечал на Европу, я уже начал вспоминать. По-моему, Соединенные Штаты Америки — это Америка Кушма Штатлара. Это абсолютно правильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участники Эльмира и Эльмир,
Эльмир, вы в сегодняшней игре набрали 32 балла. Я вас с этим поздравляю. Какой молодец. Спасибо. Эльмира, вы набрали 34 балла. Я поздравляю вас с победой Маленький отрыв. в телеигре «Переведи». Спасибо. От компании «Татарстан. Новый век», телепроекта «Переведи», Федеральной национальной культурной автономии татар мы дарим вам полезные подарки. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Будьте здоровы. Всего доброго. Пока-пока.